Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема звучит так. О чем мужчина хочет срочно с вами поговорить. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, о чем ты желаешь поговорить? Если настроились, готовы, давайте начнем. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина сейчас очень переживает. Какое-то настроение у него грустное. Какой-то он разочарованный, причем в себе разочарованный. Ах, что-то пошло не так, Он себя за что-то ругает, девочки, очень себя ругает. Возможно, с вами как-то неправильно себя повел, да, либо плохо с вами поступил. Тяжело, ему сейчас очень тяжело, и как будто бы кошки на душе скребут, да. Кстати, потерял покой и сон. И, возможно, даже аппетит потерял. Вот. Такой унылый, очень унылый. Что-то с ним происходит. Так, а если вы рядом, то вы это видите, замечаете. Вы у него спрашиваете, он молчит, отворачивается, отмахивается, общими фразами отшучивается. И если вы на расстоянии, но вас же не обманешь. Вот ваше сердце не обманешь, вы все чувствуете. Вы почему-то думаете, что разлюбил, не доверяет, отвернулся. Нет, это не так, абсолютно не так. Мужчина вам действительно очень сильно хочет что-то рассказать, но боится. Он, с одной стороны, очень боится вашей реакции, вот как вы к этому отнесетесь, а с другой стороны, он боится, что вы в нем разочаруетесь, что вы от него отвернетесь, что вы, не знаю, может быть, другого выберете, да? Почему-то он себя так настроил, думает, все пропало. И сказать надо, да, иначе сама же узнает, еще хуже будет. Вот, и не могу. Вот он пытался, кстати, несколько раз, у него не получалось. Девочки, вы знаете, что-то вот серьезное произошло. Вот за последние несколько дней, неделю этот мужчина вот прям ощутил, что вы, и именно только вы его женщина, что только с вами он видит свое будущее, и без вас вот жизнь ему, и не нужна, и не мила. Вот не хочу, и все. Вот не хочу без нее. Просто не хочу. Так, девочки, что-то сделал. Он что-то сделал. Сделал и скрывает. И его поступок, он как-то очень сильно повлиял на его жизнь, на качество жизни, возможно, даже и на вашу тоже, и на качество вашей жизни. Знаете, у одних отыграется, что мужчина работу потерял, да, по какой-то глупости, по дурости, может, психанул, да, и ушел с работы. У других отыграется, что он деньги где-то потерял, может быть, не тем доверился, не туда вложился. Что-то вот такое произошло, нехорошее. И теперь, как знаете, и стыдно, и больно, и обидно. Но вы можете это узнать. И если он вам не скажет, то вы узнаете, буквально в течение нескольких дней. Вы об этом узнаете. Даже не специально. То есть вы не будете ходить, искать, ковырять. Вот информация сама к вам придет. Он это знает, он это понимает, поэтому у него тут ограниченное количество времени. Ему нужно действовать. И он не может себя заставить. Девчоночки, у кого мужчина последние несколько дней приходил пьяненький, это он пытался набраться решимости, себя, знаете, как заправить смелостью, да, но все равно не решился. Все равно.
Вот, знаете, как думает, вот нет мне прощения, нет мне прощения, точно не простит, погонит, погонит, а что я буду делать, а все, конец. Да, тяжелое такое состояние, нервозное у него идет. Кстати, очень дерганый стал, очень дерганый. Так, вот что бы он хотел сказать прямо сейчас. Но он просит вас простить. Простить, как понятие простить. Пойми, прости. Он думает, знаете, что вот как-то вас задобрить, расслабить, а потом вам сказать. Сначала он хотел вас подготовить и сказать, потом отказался от этой мысли. А теперь он думает, пусть она расслабится, пусть она будет в хорошем расположении духа, и тогда я ей скажу. Надеется, что ваша реакция будет помягче. Так, если мужчина на расстоянии, возможно, у него не получается к вам приехать, либо что-то произошло, и он вынужден отложить поездку, а вы ждете. Он видит, какая вы счастливая, что вы вот ждете, вся такая духотворенная. Да, вот как я могу ей сказать? Как? Вот подумать, что я несерьезный, подумать, что я не хочу. Вот, тяжело, очень тяжело. Кстати, девочки, у кого мужчина близко общается, либо живет, может быть, даже с родителями, там, скорее всего, родители виноваты в том, что это все происходит. Может быть, они его вот какой-то работой пригрузили, либо они ему какую-то проблему создали, а он не смог вовремя, там, я не знаю, решить, отвернуться, вывернуться в конце концов. И теперь как? Вот как можно это все сказать? Как? Как вам это все объяснить? Ой, страдает ваш человек, очень сильно страдает. Знаете, он на самом деле очень неплохой человек. Но есть такая особенность, он сначала делает, потом думает. Вот он не умеет планировать, он не умеет, не знаю, там наперед что-то просчитать. Он больше действует по ощущению, по состоянию и по вот порыв у него идет, да, порыв. Вот хочу, делаю. А потом подумаю, что надо было, не надо, какой там будет итог. Вот это его слабое место, это его ахиллесова пята. Вот как раз она сейчас и страдает. Вот очередной такой промах. И этот промах, кстати, очень болезненный. Вот он какие-то последствия за собой несет, тащит куда-то, вот, да, по последствиям. Так. Но он не говорит, что, понимаете, он не говорит. Вот даже здесь он, видите, как ухитрился и скрыл. Он говорит, да, я виноват, да, я там подлец, негодяй, да, я поступил плохо, но я хочу прощения. Вот я хочу, чтобы она меня простила. Я хочу, чтобы она дала мне хотя бы возможный шанс, да, когда все узнает, исправиться, искупиться. Это не про измену, даже не думайте, измен тут нет. Это что-то вот именно деньги, материальные возможности, какие-то шансы. Вот здесь он что-то упустил, здесь он накосячил очень сильно. Так. Что он хочет вам сказать? Ну, прощение, это понятно, да. Он хочет сказать, что вы самое дорогое, что есть в его жизни. Вы его солнце. Без вас он погибнет. Он какие-то клятвы вам дает, очень громкие, да. Клянется, вот прям жизнью своей клянется. Что он все исправит, что он все поменяет. Он сделает все возможное и невозможное для того, чтобы вот этот негативчик, он исчез, да? Чтобы эти последствия, они были минимальные, вот его опрометчивого поступка. Он очень страдает, девочки. Он говорит, что вы ему очень нужны. Нужна ваша любовь, нужна ваша нежность, нужно ваше участие в его жизни. Он просто умоляет, заклинает простить. Даже если вы не поймете его поступка, все равно простить. Простить и дать еще один шанс. Он будет с вами говорить, и у кого-то отыграется, что в течение даже сегодняшнего дня вот просто выпалит, да, не сможет уже больше в себе это держать, все это расскажет. А у кого-то отыграется, что в течение, ну, я не знаю, сегодня, послезавтра, да, сегодня, завтра, послезавтра. Но мужчина расскажет, сам расскажет. Он будет таким несчастным. Он не играет, девочки, нет. Это действительно его состояние. Вот эта ситуация его очень сильно поменяет.
очень сильно. Изменения уже начались. Вот это такая боль, это такая тревога, это такой страх. Они сделают свое дело. Я не могу сказать, что он прям в один момент поумнеет и станет вот прям качественно другим. Но первые шаги, они уже сделаны. Вот после этой ситуации он очень многое переосмыслит, поймет и действительно будет стараться поменяться в лучшую сторону. Вот. А с вашей стороны я вижу, что вы его любите любым. Вот что бы он там ни делал, все равно любите. Вы готовы и простить, и принять, и даже понять. Но это вы и ваша любовь. Да, иногда вы с ним строги, да, иногда вы пытаетесь его вразумить, обижаетесь на него, там, даже, видите, вот воспитываете его. Но вы это же делаете от любви, от нежности, от желания помочь этому человеку, уберечь, да, от каких-то вот неприятностей и бед. Значит, мои хорошие, дождитесь, он все расскажет вам сам. Зачем вы зашли на эту отсыпку? Чтобы подготовиться, чтобы узнать, да, от чужого человека, от меня, что мужчина действительно раскаивается, что мужчина действительно страдает и чисто сердечно будет просить у вас прощения и извинения. Так, мои хорошие, на этом все. Ох ты. Ну вот, девочки, у кого-то мужчина уже спешит, и он вам расскажет. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.